Главные события уходящего вторника, 9 июня, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Глава Якутии встретился с военнослужащими из республики в ДНР. Айсен Николаев вручил якутским бойцам новую партию техники. В республике начал действовать социальный сертификат для оказания паллиативной медицинской помощи на дому. Новая мера поддержки позволяет тяжелобольным пациентам получать квалифицированный уход. Завершилась проверка готовности объектов к проведению третьих международных интеллектуальных игр, которые пройдут в республике. Расскажем подробности. Мирный стал площадкой для события, направленного на повышение финансовой грамотности населения. Там прошел муниципальный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережения инвестиций. Ну а в Южной Якутии продолжается подготовка к Бакалдыну. Сегодня в Нерюнгри торжественно встретили режиссерско-постановочную группу международного национального праздника. Во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику глава региона Айсен Николаев встретился с якутянами, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Глава Якутии поблагодарил бойцов за службу, передал им очередную партию военно-технических средств из родной республики. Сами военнослужащие получили наземные роботизированные платформы Як-14, квадроциклы «Сокол», а также беспилотные летательные аппараты и другую необходимую технику. Он лично поблагодарил сотрудников опорного пункта за профессионализм и стойкость при обеспечении бесперебойного снабжения военных из Якутии. Не видим, значит не вредим. Волонтеры общественного движения «Якутия с тобой» начали шить специальные антитепловизорные пончо для бойцов СВО для защиты от атаки дронов. Подробнее в следующем сюжете. В зоне СВО одной из главных опасностей для бойцов, а в особенности для разведчиков, являются беспилотники противника, некоторые из которых используют тепловизоры для обнаружения цели. Для спасения жизни якутские волонтеры создают разные изделия. Одним из них стали специальные плащи-пончо, которые скрывают бойца от тепловизора. Волонтеры из Алданского улуса нам подсказали, как сделать. И еще информацию мы взяли у Римы Моисеевны. Мы тут к ним сходили, волонтеры мы вместе. Они в городе Якутске. Надо, чтобы было меньше швов, чтобы дыр не было никаких, чтобы тепло не уходило. Его шьют в несколько слоев из теплоотражающих материалов. Тем самым одетый в пончо боец, закрытый с головы до пят, практически никак не высвечивается на тепловизоре дрона. Тем не менее, его пошив занимает значительное время, и сам процесс разделен на несколько этапов, которыми занимаются отдельные волонтеры. Ткани очень много, 4-5 слоев, да, получается. Но машинки у нас очень славные. Тут с машинками у нас вообще проблем нет. Хорошо шьют они. Мы управляем только правильно держать, и все. Сами участники движения всегда в работе. Они шьют комплекты одежды из более чем 60 наименований, изготавливают свечи, сети, собирают адресные посылки и отправляют все это в опорные пункты. Моя задача стояла другая. Чем я могу помочь? Я пришла в этот штаб в 2023 году. И 3 года уже 15 мая исполнилось 3 года, как мы работаем вот этой большой дружной семьей. Самое главное, что у нас люди в Якутии такие отзывчивые. Сколько они приносили нам, сколько мы посылали посылок, всего, только бы помочь. Их работу замечают и по достоинству ценят как сами участники СВО, так и их семьи. Так, Романовы в поддержку волонтеров подарили им паровой утюг. Решила вам сделать подарок, потому что мой папа здесь оделся. Мы с мамой купили копилку, и она мне давала деньги. Я их не тратила, а просто ложила в копилку. Потом решила вам подарить цветы, утюг и рисунок. Несмотря на то, что работа была начата совсем недавно, уже было сшито более 20 экземпляров. Все они будут направлены бойцам на передовой, тем самым спасая их жизни. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск.
Служба занятости населения Якутии продолжает поддержку участников СВО. С начала года в центр обратились больше 200 ветеранов и членов их семей, из них 112 нашли работу. Бывшие военнослужащие могут бесплатно получить доп. Образование. Этой возможностью воспользовались 39 человек. 17 из них успешно завершили курсы. Обучение, к слову, проводят по наиболее востребованным профессиям. Это, например, водитель погрузчика, сварщик и машинист бульдозера. Сами работодатели выделяют квоты для трудоустройства участников СВО. По данным мониторинга, проведенного Центрами занятости населения, на основе сведений работодателей по состоянию на 1 мая 2026 года квота установлена в 754 организациях и 4429 рабочих мест. На квотируемых рабочих местах работает 1185 ветеранов боевых действий, в том числе 667 ветеранов СВО. В условиях максимально приближенных к армейским прошли военно-полевые сборы в Ленском технологическом техникуме, строгий армейский порядок и погружение в будни военнослужащих. Узнаем, как проходят сборы и получается у ребят справиться с непростыми испытаниями. Третий взвод, команда здравия желаю! 3-4! Здравия желаю! Вольно! Учебно-полевые сборы для студентов техникума – это обязательная часть образовательного процесса. От результата напрямую зависит перевод ребят на следующий курс. В этом году приняли участие в сборах 147 студентов, те, у кого нет ограничений по здоровью, в том числе и девушки. Стараются, по крайней мере, выполнить нормативы. Практика. Вчера даже при мелком дожде ребята и разбирали автоматы, и стреляли, и строевые ходили, и медицину готовили. Юноши и девушки были разбиты на взводы. Занятия проводилось по 8 часов в день. Ребята осваивали тактическую, огневую, строевую и медицинскую подготовки, сдавали нормативы по физподготовке, разбирали, собирали автоматы, преодолевали полосу препятствий. Держу! Руководили отрядами опытные наставники, участники и ветераны специальной военной операции. Стараться еще будем лучше и лучше будем стараться. Стараются, да, ребята? Да, стараются. Смотрите, как они красиво запевают, красиво маршируют, они очень хорошо. Мы еще, как педагоги, мы стараемся их полностью натренировать, подготовить к армии. Заместителями командиров взвода выступали студенты старших курсов. Моя основная задача – это помогать своему отряду, помогать нашим командирам. Ведь наш третий взвод – это, в принципе, категория ВГД, даже можно посчитать Б-категорию. По нашей успеваемости мы даже, наверное, вытягиваем на категорию А-Б. То есть мои, так скажем, солдаты, они, в принципе, большие молодцы. Молодцы и девочки. Их подготовка оказалась тоже на высоте, отметил организатор и преподаватель ОБЗР Леонид Синьков. Они прекрасно справились с тактической медициной, а некоторые лучшие юноши отстрелялись. Военно-патриотические сборы их точно не оставили равнодушными. Я считаю, что эта тема актуальна сейчас в наше время, что нашу молодежь готовят, мальчиков заранее к армии готовят, и девочек привлекли к этому. В другие дни мы стреляли из автомата, маршировали, пели гимн. Это вообще наше любимое занятие. Да, нам тут все помогают, то есть даже, например, командиры не наших отрядов, то есть все подходят, помогают, все объясняют. И, в принципе, я бы сказала, что девочек не так загружают, как мальчиков. То есть нам дают задания полегче. Лучшие были награждены грамотами. Программа сборов была выполнена полностью. Ребята доказали, что серьезные испытания им не страшны. Светлана Балеева, Андрей Балеев, Ленск. В Якутии завершилась проверка готовности объектов к проведению третьих международных интеллектуальных игр, которые пройдут в республике уже с 24 июня. Организаторами масштабного образовательного форума выступают Министерство образования и науки региона, СВФУ и Целевой фонд будущих поколений. Игры пройдут в гибридном формате, сочетающем очные и дистанционные площадки. На данный момент к работе полностью готов культурный центр «Селигласские огни», где пройдут трансляции торжественных церемоний открытия и закрытия, а также корпус факультетов естественных наук, который примет основные защиты исследовательских проектов. В целом готовность хорошая, так как мероприятие у нас проводится ежегодно. Единственное, остается у нас решить организационные моменты, как сценарные планы и торжественная часть и так далее. Отдельное у нас внимание уделено для обеспечения подключения иных стран в условиях больших санкций и ограничений. Сегодня мы должны это решить при содействии Министерства инноваций Якутии.
Кроме того, мы отдельно обратили внимание сегодня на обеспечение безопасности учащихся. Будет привлечено отдельная дополнительная охрана из сотрудников частных охранных предприятий. Российский Минздрав приступил к тестированию доставки лекарственных препаратов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, пилотные проекты уже реализуются в 6 регионах страны. Министр при этом уточнил, что на данном этапе речь идет о транспортировке лекарственных препаратов между медицинскими организациями. С начала этого года в Якутии начал действовать социальный сертификат для оказания паллиативной медицинской помощи на дому. Новая мера поддержки позволяет тяжело больным пациентам получать квалифицированный уход и необходимую помощь. Подробнее расскажет Анастасия Пуляева. Социальный сертификат – это именной электронный документ, который дает право на бесплатную паллиативную помощь. Он утвержден правительством и реализуется с начала этого года. Если состояние пациента не требует стационара, выездная служба обеспечивает его медицинскими изделиями для поддержания функций органов и систем организма и оказывает необходимую помощь. Необходимо самому больному, либо его представителям законным, чаще это всего родственники, обратиться к участковому терапевту, либо фельдшеру. У нас всегда медицинская помощь начинается с первичного звена здравоохранения, а далее по механизму получается, что все медицинские необходимые документы участковым врачом либо фельдшером представляются на врачебную комиссию медицинской организации. Кстати, независимо паллиативный этот сертификат может заявиться человек независимо от прикрепления, то есть он приезжий ли, временно ли пребывает, или постоянно ли проживает, по месту жительства, имеет право обратиться за данным видом услуги. Далее документы отправятся на рассмотрение в Минздрав. Решение о выдаче электронного сертификата принимается в течение 5 рабочих дней. Важной частью оказания паллиативной помощи является и обучение родственников правильному уходу за тяжелобольным человеком. Как обрабатывать, возможно, если там возникают какие-то трофические язвы или еще что-то в силу заболеваний и так далее, как это обрабатывается, как это промывается в основном, как давать лекарства, как давать те или иные питание, например, тоже могут обучать принципам зондового питания. То есть, если человеку на дому установили зонд, как за ним ухаживать, как ухаживать за трахеостомической трубкой, Вот таким моментом обучаются, и это тоже на дому производится. На сегодняшний день социальным сертификатом воспользовалось около 50 жителей республики, а услуги паллиативной помощи оказывают все районные больницы с соответствующей лицензией. Анастасия Пуляева, Иван Циркумов, Якутск. Правительство страны выделит еще более 1,7 миллиардов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготной категории россиян. При этом льгота предназначена для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной, членов семей погибших инвалидов войны и ветеранов боевых действий, а также людей, удостоенных знаков жителю блокадного Ленинграда, житель осажденного Севастополя и житель осажденного Сталинграда. Необходимость в конкретных препаратах и медизделиях для каждого пациента, отмечу, определяет врач. Гериатрия без границ. Под таким девизом прошла вторая научно-практическая конференция, посвященная 5-летнему юбилею Сестринского отделения гериатрического центра. Как прошла конференция и чем занимаются в профильном учреждении, расскажет Вероника Таюрская. Гериатрия – область медицины, занимающаяся изучением и лечением болезней старшего поколения. Сегодня в Якутии действует единственный гериатрический центр, где пожилым пациентам помогают в лечении возрастных болезней. Конечно же, все, зная популярность нашего гериатрического центра, стремятся здесь пройти обследование, лечение. И мы стараемся распространять свой опыт, чтобы могли получать такую же адекватную помощь не только в нашем гериатрическом центре, но и в каждой медицинской организации нашей республики. Неудивительно, что именно на базе центра прошла вторая научно-практическая конференция, посвященная современным технологиям сестринского ухода для граждан старшего поколения. В рамках конференции прошли как выступления специалистов, так и мастер-классы. Мы, как общественная организация, участвуем в сестринской конференции. Это практически наша тема. Мы работаем в сфере паллиативной помощи и долговременного ухода. И сегодня я для присутствующих, для участников конференции расскажу про наш опыт реализации социального проекта, который поддержан фондом президентских грантов. Для участников, а их было более 150, и съехались они со всей Якутии, провели 4 мастер-класса по позиционированию пациента для предотвращения пролежней, по технике правильного поднятия больного после падения для недопущения дальнейшего травмирования
по социальному проектированию и по техникам психологической самопомощи. Один из методов показали и нашей съемочной группе. Если есть предметы, вот такие как полотенце, да, подойдет любое полотенце или даже что угодно, матерчатое, да, то берем и вот таким образом мы скручиваем и как бы проецируем свое напряжение на этом полотенце. Когда мы напрягаемся, у нас напрягается не только руки, плечи, но и спина, и в том числе позвоночник. И это полотенце, оно напоминает наш позвоночник, и мы тем самым расслабляем себя. Уникальную технику реабилитации в ходе лечебной физкультуры презентовал инструктор-методист гериатрического центра Тимофей Лукин. Она основана на традиционных бытовых движениях. Сегодня мы покажем иммерсивную гимнастику, этногимнастику. Суть, новизна данной гимнастики в том, что она как бы активизирует все группы мышц почти сразу, в отличие от обычной гимнастики. Сегодня гериатрия – это не просто помощь и поддержка граждан старшего возраста, но и новейшие технологические решения для реабилитации пациентов. Гериатрический центр при Республиканской больнице номер 3 внедряет современные подходы коллег, а также сам презентует свои разработки. Раника Тайрская, Стан Иннокентьев, Якутск. На улице Аюнского в Якутске в середине июня проведут локальную вырубку деревьев и санитарную обрезку ветвей. Работы выполнят в рамках капитального ремонта участка от улицы Дежнева до улицы Октябрьской. В главстрое сообщили, что разросшиеся ветки закрывают дорожные знаки, светофоры и обзор на выездах, что может создавать аварийные ситуации. От улицы Каландарашвили до улицы Октябрьская будем производить вырубку. И кроме этого от Дежнева до улицы Каландарашвили будет производиться надрез по треугольнику видимости. То, что заездов, выездов мешает для обзора водителей. При этом после завершения ремонта вдоль улицы планируют высадить новые молодые акации. Все необходимые разрешения для проведения работ уже получены. Неоднозначно к вырубке деревьев относятся и сами горожане. Однако многие отмечают, при проведении подобных работ важно сохранять баланс между благоустройством и озеленением города. Столько лет росли, они такие красивые. Осенью, когда они краснеют, ягодки прилетают, птицы, люди приезжают фотографироваться, а сейчас это все вырубится. Ну, то есть к чему это все? Мы против категорически, хотя бы спасти эти деревья. Пожалуйста, услышьте нас, давайте не будем этого делать. Конечно, там, если что-то мешает обзору, туда нужно это подрезать, вырезать, убирать. Но именно по самой улице, конечно, присоединяемся к мнению жителей, горожан, что, конечно, такие красивые рябины лучше не трогать, чтобы они росли. Может быть, где-то подрезать что-то нужно, как-то окультурить, согласны, но не вырубать. Количество иностранных туристов увеличилось в Якутии. Об этом сообщают местные туроператоры. По их словам, в республике приезжих гостей привлекают в первую очередь природа и экологичность предлагаемых туров. Немаловажную роль играет и знаменитый холод, который действительно работает уже как бренд. А вот что могут предложить туристам летом, расскажет Сыргалана Неустроева. В 2020 году Александра Кардашевская осуществила свою давнюю мечту и открыла супругам собственную турбазу. Начинала семья с 2 домиков и постепенно увеличила их количество до 10. Сейчас на обширной территории их базы раскинулся практически настоящий комплекс для семейного отдыха. Закономерно с этим выросло и количество постояльцев. Радует, что интересуются международные туристы уже с Алжира, с Индии, с Испании у нас были, с Англии. Вот такие вот интересные у нас люди приезжают. А чем обусловлен их интерес, что их привлекает здесь? Их привлекает именно простота, именно природа. И, конечно, ценит иностранный турист этнические особенности отдыха в Якутии. Теперь обычными барнхаусами или глэмпингами никого не удивить. Поэтому предприниматели предлагают историческое погружение. Как вам, например, отдых в настоящем якутском балагане?
Такая аутентичность хорошо работает и на туристов из других регионов России. Чаще всего в Якутию приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных центральных городов. Причина повышения спроса – бренд республики. ЭСЭХ, полюс вечной мерзлоты, популяризация культуры – все это действительно работает на привлечение приезжих гостей. Но и сами якутяне становятся активными участниками внутреннего туризма. Это касается прежде всего сплавов, выездов на природу. То же самое касается и школьного туризма, он тоже у нас очень хорошо развит. Если говорить о школьниках, то очень часто школьники у нас ездят в каникулярное время, то есть это весенние, осенние каникулы, и потоки могут быть достаточно большие, по несколько классов даже в день бывает. Но это данные туристической фирмы. Александра придерживается немного другого мнения. Якутяне не любят путешествовать по республике, особенно зимой, и предпочитают отдыхать в теплых краях. С таким сложно поспорить. Кому бы не хотелось из туманных минус 40 вырваться в солнечные плюс 20. Да, если местные будут зимой к нам приезжать, мне кажется, будет уже система рекламы именно холода. Потому что зимой у нас туризма не очень, как сказать, не развит. Именно внутренний, потому что наш клиент международный приезжает зимой, но местных мало. Всего за летний сезон турбаза Александры Кардашевской может обслужить до 2500 постояльцев. В этом году предприниматели настроены довести эту цифру до 3000. Ведь так, ставя небольшие цели, можно осуществить одну – глобальную. Сарглана Неустроева, Станислав Потапов, Якутск. Мирный стал площадкой для события, направленного на повышение финансовой грамотности населения. Прошел муниципальный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Он собрал команды, готовые продемонстрировать свои знания и творческий подход к развитию финансовой культуры. Участники представили, как они понимают и продвигают идеи разумного управления личными и семейными финансами, важность сбережений, накоплений и грамотных инвестиций. Испытать свои знания командам пришлось в интеллектуальных баталиях. Участники получат опыт, как правильно вести себя с финансовой точки зрения, потому что вопросы достаточно интересные, на некоторые вот тут прям сами, когда готовились. Это готовые шаблоны нам прислали, вопросы, которые часто попадаются в жизни людей, семей. И здесь самим стало интересно, некоторые вопросы были спорные, обсуждали. Ну а в Южной Якутии продолжается подготовка к Бакалдыну. Сегодня в Нерюнгри торжественно встретили режиссерско-постановочную группу международного национального праздника. В ее состав входят представители театра коренных малочисленных народов Севера, уже знакомые жителям по участию во Дне оленеводов. Продолжит тему Екатерина Павлова. Торжественная церемония встречи режиссерско-постановочной группы прошла на железнодорожном вокзале города Нерюнгри. Почетных гостей приветствовали на якутском, эвенкийском и русском языках. Мы рады приветствовать вас на нашей нерюнгринской земле и надеемся на то, что наш международный праздник Бакалдын пройдет на самом высоком организационном уровне. А я переколю! Встреча гостей в северных традициях больше, чем просто ритуал. Это еще раз подтверждает, что предстоящий праздник задуман как пространство взаимного уважения и культурного диалога. У нас уже заявилось участников больше 120 человек. Красноярский край, Хабаровский, Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край. Амурская область, большая делегация, более 70 человек прибывает, поэтому подготовка идет очень плотно и плодотворно. Теперь, когда символический старт дан, группа приступает к самой сложной и красивой части – созданию театрализованного представления. Впереди плотная работа с местными коллективами, репетиции и поиск тех самых интонаций, которые сделают праздник по-настоящему незабываемым. 14-го, когда основной состав нашего театра приедет сюда, мы уже должны быть готовы к тому, чтобы все это склеить. И потом уже, вот начиная с 16-го, мы уже выйдем на местность Тастах, чтобы все это действие уже посмотреть уже там. Участников и зрителей международного национального праздника ждет необыкновенное музыкально-хореографическое представление. Именно по песенному нимгакану, да, где все артисты, да, все персонажи, они должны не просто говорить, но они должны петь. Да? То есть все это будет на эвенкийском языке и понятным для зрителя
на слове, на языке тела, вот так вот скажем. Праздник Бакалдын обещает стать событием, где каждый жест, каждая нота и каждое слово будут пронизаны духом севера. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.